Обычно у тебя полупустой, да? Сейчас я уже с собой. Сам же знаешь, полярик. Ну так-то да. Ну раз что-то надо, слышишь? Ни хрена нет у меня. Здравствуйте. Куда поехали? На рыбалку? Да. В лес? В лес, на рыбалку. Какие молодцы. Ну как жить надо? Витагод 2511. Пойдет, ребят. Чисто по продуктам. Поменяли машину. Едем на другой машине. Русский, ребят, автопром. УАЗ-2106. Мы рады видеть вас на нашей автозаправочной станции. Мы тоже. Вы выбрали АИ-92. Колонка номер 2. Идет процесс заправки. Дефицитного средства мы убиваем время путем остановки сердца. Куда деться от этой модной тенденции? Здесь можно нарисовать счастье, жизнь, хэстег. Врачи, я знаю точно, куда приводят мечты и из чего в этих стенах сделаны кирпичи. Я знаю точно, сколько стоит иллюзия, ведь как и прежде. Приехал в поселок к родителям, к мамке. Мамка у меня червячочков собрала. Ну, огороды попросил, должна собрать была. Где вот? А, вон она. Мам! Приехал, привет. Ага, на столе. Все нашел. Ну вот так, ребят. Мамка молодец у меня. Приятно с полезным. А? Ага. Насыпай на огород. Насыпай на огород. Не будешь усыпать, что ли? Нет, возьму так. Прямо так? Не Да. будешь чеплышку Нет. перекладывать? Потом банку это завтра все привезу. Да ладно, ничего страшного. Ну, давай. Ставь. Ну все, давай, до завтра. Не зайдешь, не покушаешь. Нет, давай. Может, зайдешь, перекусишь? Не, ну побежали, поехали. Времени уже вагон. Мало уже осталось. Поедем. Да, утром приеду. Надеюсь, налимом. Много нельзя. Ага, спасибо. Дай камеру посмотрю. Все пойдет.
Это Нива, Саня. Не, тебе надо. С горя пополам до места. Вода буквально неделю назад здесь была, еще присутствовала вот здесь прям. Ну все, ребят, мы на реке. Бурная компания. 4 человека аж. Сейчас будем смотреть обстановки. Хотели спуститься здесь, но здесь явно мы не пройдем. Пришлось машину оставить в лесу. Сейчас разгружаемся. Ну и до места уже пешочком пройдемся здесь. Буквально недалеко. Так что, ребят, добрались. Уже радует. Машина такая слабенькая. Ну, доехали. С горя пополам доехали. Ну что, ребят, собрались. Полные рюкзаки. Вот так. Все, идем пешочком. Спускаемся к речке. Будем смотреть сейчас местину. Как куда раскинемся. Хрен знает, сейчас будем смотреть. Все, родные, сходили до пляжа, посмотрели. Но водичка только-только упала. Вот такая мясо будет, если будем рыбалить. Вода упала. Вот буквально на днях спуск воды идет хороший. Короче, решаем мы проверить пляж все-таки. Потому что с Ильей у нас ностальгия по Изю и по Лещу. Вот 2 года мы попадали вот под эту ситуацию. Ходили на налим, а брала белая рыба и на пляжу. Вообще было очень удивительно, конечно, для нас. Но у нас сегодня 4 человека, так что будем смотреть. Потому что места не хватает никому. Для лагеря будем бегать. Ночь такая будет, походу, ну, ходовая. Потому что постоянное передвижение будет к лагерю, к донкам, к лагерю, к донкам. Хотим сегодня побалдеть, приготовить хороший ужин. Ладно. Ну, сейчас пораньше приехали, есть время. Сейчас расконетелимся, все, разберемся, порешаем и уже будем рыбачить, ребят. Короче, все четко. Где у него, сука, этот? Не матерись. Шерлик! Так, ребят, сразу против клещей. На сало брызгает. Ладно, ничего не летит, ветер туда. Вот. Клещ, капут. Клещей, ребят, очень много. Так хотя бы. Клещ. Андрюха, в бар, помнишь, последний раз ходили? Ну-ка, держи. Андрюха. Ну, говори. Бля, фу. Гадость нахуй. Мертвая. Ох. Самое главное, брат, здесь. Понимаешь? Вот туда и лезешь. Да. Завтра. Ты будешь? За рыбалку. А чё? Рюмочку. Вторую. Третью. Хочешь, чтобы меня коротнуло? От чего, блядь? Тогда же очень Ладно, хорошо ребят. было. Пока сборы у нас туда-сюда по 100 грамм. Не во вред. И сейчас будем что-то располагаться. Ну, делов еще море. Нестину найти, дров замутить. Короче, делов много еще. Сейчас Илюша проинформирует, как этот открывает Может. баночки. Это может не получиться. Смотри, чтобы не лопнул. Ну это Елена Сергеевна делала, мама моя. Там может от души, слышь. А, тут нет. Тут уже ручная закатка, слышишь? Нет, та тоже ведь ручная была. Ну, старый, ну да, наверное, тоже да. ведь твоя. Да. Вот твоей тоже мамки. Это, кстати, что-то микрокабачковая получается, да? что такое? Какая, говорит, икра? Красная, говорит, белая. Кабачковая. Заморская, да? Да, зато Заморская. красный, короче, слышь, по бане. Я не получается. Не матерись. Икра, говорит, заморская, Мгм. ложкой. А, Не, ложка, Люк, да, смотри, это? не Слышишь, справился. Глаз, да, этот фильм-то? Короче, ребят, есть такая движуха, но мы пробовали уже почему-то, у нас получалось. Ну, нажимаешь на горлышко, ну, то бишь стекло есть свойство сжаться, и крышка Ну, это просто банку отлетает. можно разбить. Нет, ну просто сейчас. Видишь, Ага, поднимается и дальше хуй да. идет. Потому что там резина. Ты, главное, руки не порежь. Смотри, уже порезан. Я говорю, Елена Сергеевна, говорю, она там катает, это тоже от души. Ну смотри, ну это видишь, это она, кстати, свежая, может из-за этого, да хрен знает. Какая свежая, с того года. Да, Я с того года, да. Ну по осени кабачки, считай. Вот. Ну вот типа вот таким макаром все должно произойти. Там ведро перенес. Ну вот. Дай водички. Маму твою корочку сейчас будем употреблять. Спасибо тебе, ребят.
за приезд, за нашу рыбалку сегодняшнюю. Я думаю, кто-то налима должен добыть все равно. Будем разбиваться примерно около 600 метров, я думаю, наверное. Вот, больше, наверное, даже Паша говорит. Костер где-то будет посередине, база у нас будет. 700, Мы где-то туда с Илюхой уйдем далеко до пляжа. Паша будет здесь на яме, Стас будет в кустах. Тоже, ну, яма как бы и бровки всякие будем брать. Ну, добрались, как бы, все хорошо, все. Вот сейчас немного 100 грамм за здоровье. Давайте, ребята. Илюша сальца нарезал. Кстати, вот это вообще вкусная тема. Это мамкина моя движуха. Мама, привет. Очень вкусно. Елена Сергеевна, да, делает вещи. Не, реально вкусно. Ну, на рыбалочку, да? Согласись, да? Я вот иной раз тоже, вот она мне сейчас поставляет. Как бы. Не, вот самое вкусное будет, знаешь, как пюре, рыба жареная. Ну, И все, вот ребят, ваше здоровье. Давай. Стас! Маме привет. Стас! Да, 100%. Елена Мамка. Сергеевна, вам большой привет, спасибо за салат. Очень вкусный. Блин, ну да, огонь вообще, да? Вообще вкусный, мне очень нравится. Вот, такая Вот под закуску вещь. вообще пойдем, да, Илюх? Вообще тема. Она такая и остренькая, ну, сальцо. Короче, ребят, пока вот так оно все. Забавский, Елена Сергеевна, нет? Это Забавский, да? Сергеем? Не знаю, я не знаю. Нет, это не Забавский. А муха с изганом, да? Нет. Что, ребят, перекусили, короче. Позавтракали, так скажем. Ну или как есть такая мода сейчас, закормились. Так немного выпили. Все, идем. Короче, так получилось у нас так, что Стас вот здесь в кустах будет, короче, пробовать конкретно кусты. Паша отдали яму. Но ставка у меня на налима яма. Это 100% налим. А мы с Илюхой будем пробовать пляж. Короче, 3 таких места, ребят. Ну, когда толпой, это прикольно, когда, разобраться, где рыба стоит, правильно? Вот, допустим, если даже зимой яму разбуриваем четвером. Один нашел окуня и рядом буримся, то бишь все ловят окуня. А, допустим, одному это сделать тяжело. Так же и здесь. Расстановка мест получается около 700 метров. Хорошее расстояние. Зато будет, ребят, интересно. Когда компания, когда у всех стоят донки. Это будет интересно. Ну все, прям. Илюха впереди. Вот. Все, идем. Есть закидушки. Есть доночки. Все, ребят, начинается. Открытие сезона 2019 налим. Я прям сейчас говорю, даже если видео не будет в конце, как мы поймали, но это будет открытие сезона налим в любом случае. Так что, ребят, понеслась. Так, родные, ну все, начинаем рыбалочку. Вот, ребят, видно, вода стояла. Вот такой каши придется стоять. Ну а что сделаешь? Каратяра прошел уже свеженький. Ну вот, пляжик. Ну здесь дорога такая. Летом здесь хорошие подъезды. Но пляж очень глубоко затоплен еще. Конкретно. Ох, вот так, ребят, придется кататься ночью. Бывало, я помню, с отцом еще помню, мелким был. Бежим, ну донка звенит. Я бегу вот так. Бабам! Все, ребят, представляете, это полностью вся бочина. Все, это все грязное. Пляжок, но он еще вот такой не в идеале. Илюха будет брать эту сторону, я пойду на самый низ. Короче, как обычно, мне достается самый низ. Не знаю почему. То, что бывший атлет, так скажем, тоже занимался спортом, легкая атлетика, лыжи. А сейчас постоянно достается самый низ, короче. Хрен знает почему. Ну, не знаю, так решаем. Ну вот, ребят, наша коса, наш пляж. Фух. Ну что, родная, покормишься на что-нибудь, нет? Вот так, ребят, сейчас будем расстанавливаться вот здесь. Как-то раскидываться. Но мы с Ильей планируем на езде на леща.
если он пойдет. Если не пойдет, то все будет печально. А Паша на яме, я думаю, возьмет налима, потому что там яма. Налим весь там. Ну, как-никак, рыбалка на налима, ребят. Погнали. Ребят, сразу изначально заготовим палочки на донышке. Ивников много. Палочки простые. С одной стороны затачиваем, с другой стороны делаем надрез. Такой. И делаем надрезик. Ну, как бы, видите, слишком мягенькая, тоненькая. Делаем надрез над леску. Втыкается и доночка бросается. Сейчас заготовим и будет шикарно. Ивника много. Все зарастает. Вот это все проблема. Вот раньше был сплав. Лет 20 назад, наверное. Когда все это тянуло. Проходил лес. Вот этого ничего не было. Потому что лес все пробирал. Все это вытягивал. И рыбы было много. А сейчас сплава не стало. Все заросло и рыбы не стало. Ладно, готовим рогатулечки. Понеслась. Ну все, так, рогатульки заготовил на доночке. Сейчас, ребят, пойду в самый конец, вот как есть возможность до кустов, и начнем расставляться. Напряжу на длинной донке, потому что это пляж, это не яма, это не обрыв. Сразу имейте в виду, потому что здесь склон идет очень медленно, тем более по большой воде. Относительно русла где-то будет начинаться вот там, еще метров 20, наверное, отсюда. Так что здесь донки должны быть длинные. Это потому что песок. Пески я люблю по осени на налима. Но это когда вода уже стоит относительно в русле. Весной обычно я люблю яму. Или какой-то обрывистый берег, чтобы глубина была сразу. Ну, закидывать, во-первых, недалеко. И так, здесь, ребят, у меня нажива. Это дождевой червь, выползки, как угодно. Вот будем рыбачить на вот этого, на вот эту наживу. Налим у нас очень любит червя, миногу, но другое у нас не предпочитает. Здесь у меня запасные грузила, поводки, колокольчики. Все, правда, в пакетах. Все хочу сделать сумочки, все для себя, потому что пакеты это надоели, каждую рыбалку меняешь. Ну, здесь относительно леска, поводки, грузила, колокольчики. Вот. Ну и самое основное это доночки наши, ребят. Доночки, где вы наши доночки? Вот они. Пакет опять порвался. Ну, самое, что ни на есть, это пакет. Пакеты летят, как сраный веник. Вот они. Доночки. Ребят, доночки все простые. Постоянно все спрашивают, как, Андрюха, покажи монтаж. Ребят, монтаж очень простой, очень простой. Смотрите, мотовилка фанера. Делаю ее на работе. Грузила самопальная, леска основная 0,7-0,8. Петля в петлю. Поводочек то же самое. Петля в петлю. Крючки, ребят, использую побольше. Карповые. Ну, всякие разные. Ну и второй поводок. Относительно, чтобы было удобно закинуть за второй поводок. За вот эту петлю. Вот так. Все. Простой колокольчик. Ну и вот это. Будь здоров, Андрей Викторович. Стабильно сегодня поймает хорошую рыбу. Все, ребят, начинаем. Так, ребят, покажу один монтаж с первой донки.
Вот о чем говорю, падает вода, страшно. Здесь можно было бы еще за кустами кинуть одну донку, но я думаю, не стоит. Не буду ставить. Так, ну обычно как, ребят, прихожу, монтаж доночки, сразу все корни, ветки я убираю или как-то прячу, чтобы здесь была площадочка для раскрытия доночки. Втыкаем веточку. Вот так. Ива тонкая, она как кивочек. Так, здесь какую мы поставим? Вот здесь надо поболее, надо закинуться. Есть у меня донки, ребят, разные. Ямочные. Ну, я обычно иной раз писал прям маркером или ручкой, сколько метров донка. Ну, сейчас помню. Есть у меня длинные донки. Длинноватые. Так. Здесь мы закинем, наверное, метров 40. Хлопанем, и будет шикарно. Так. Разматываем. Так, первый поводок. Второй поводок. Все, ребят, очень простое. Поводок петля в петля. В петлю. Петля также грузила. Петля в петлю. Все. Наша доночка будет метров 40 здесь. Я не знаю, метров 50 на леске. Начнем разматывать. Идет мотор какой-то. Да, идет какой-то мотор. Рыбаки уже на воде, уже все рыбалят, все в предвкушении всего всякого. Моторочка пошла, красавица. Давай, удачи тебе сегодня, как и нам. Так, примерно расстояние я определился. Ой, тут такая жижа, ребят, страшная. Втыкаем рогатулю в берег. Обматываем нашу рогатульку. Пропускаем через прорез. И обязательно проматываем ее до складки, чтобы было как с катушки. Если, допустим, относительно сейчас закидывать, то это будет идти снизу и будет борода. А надо нам, чтобы на катушке. Так, метр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Раз, 2. Ну, короче, где-то, ребят, 32-33 метра. Ну, относительно. Это пока все в пакетах, пока только принес. Неудобно. Берем наших червей. Ну и насаживаем. Поводочек. Берем червячка. Ну и налимаем, конечно, пучком. Сейчас пока, я думаю, смысла нету. Поставлю по 2, по 3. Потому что, я думаю, мелочь уже берет. Относительно все это не доживет. Но может уже ясь выходит на прогулочку, так что зарядимся. Я уже сюда приду перед самой проверкой на налима. Ну, налима мы тут на песках не будем ожидать, я думаю. Налим будет в яме, а здесь будем надеяться, что с Илюхой мы будем хватать езя, леща. Раз. Червь разный, маленький, большой. Все идет в ход. Слышно, Илюха вырубается. Кусты прорубает. Маленький. На фидер, может, пойдет.
Два. Ну и третьего сюда насадим. Вот так. Все, ребят, доночка готова. 2 поводочка, грузила грамм 170. Понеслась, ребят. Что нехорошо, вот это грязище, когда вода падает. Вот это все очень жестко. Такие табуны. Ну, это еще за ночь только придется пройти. Здесь тропа, ребят, у меня будет. Я вот утром покажу, вот сегодня, сейчас, в данный момент. Сколько у нас времечко? Времечко у нас 5:30. Виктор Новиков выложил новый шансон. Будет что послушать. Здесь будет, ребят, на утро покажу тропа. Просто слоновье. Так, первая донка здесь. Вторую, в принципе, можно возле кустов вот здесь поставить. Вот так. Работаем. Так, ребят, вторая доночка. Что-то размотал полностью мотовила, но походу слишком сложная будет. Не знаю, как по забросу. Вот здесь с бугра будет получше. Метров 50, наверное, ребят, донка. Это на 20 метров донка дальше. Давай, Дрюня, пробуй. Дури у тебя хватает. Может, и забросишь. Ну, надо пляж брать, надо как-то брать. Блядь. Ох ты, ребят, смотрите, в цвет. Ну, Дрюня может, красавчик. Буквально метр не забросил. Сейчас течение натянет. Все нормально будет. Ага. 50 метров, ребят, донка. Ручная работа. Заброска есть. Так, вторая доночка, 50 метров. Пляж, пробуем. Ух ты, ё-моё, ну вот это, конечно, каша вот это. Это жесть. Фух, идем далее. Опа. Раз. Два. 3 на. Огонь. Артиллерия, огонь, нормал. Ну все, вот так как-то продвигаемся. Ребят, донки настолько некуда кидать, что не знаю, выбираем тут, короче. Хочу закинуть закидуху. То же самое донка, только получается мотовила, удильник, все есть. Вот она намного удобнее. Ну, ребят, в плане донок, я вот сколько раз говорил, Андрюха, почему не возьмешь себе вот там дешевые удильники, дешевые катушки, и вот такая же донка у тебя будет. Ребят, все это хорошо, но когда вот на машине, да, это прекрасно. Доехал, донес. А вот пешие походы, ребят, это надо столько, это 10 удильников надо нести, 10 катушек, это все куда-то надо складывать. Короче, ребят, мальца неудобно. Но я думаю, в скором времени будет моторная лодка, и с этим вопрос вообще решится просто досконально. Так, здесь такая же снасть, только один поводок. Я ничего не буду врубать, никакую рогатулю, а просто поставлю, ребят, здесь, возле кустов. Здесь донку не смог поставить, потому что течение сносит, там кусты, соответственно, занесет ее на туда. Пошел. Вот так вот клево. Вот так нормально. Вот так воткнем ее. Ничего не жалко, старые спиннинги ломаные. Поставим бубенец. На всякий случай, если рядом буду стоять, мало ли будет поклевка. Вот так. На кусты. Солнце сейчас поснесет ее. Ну вот.
Ё-моё, вот эта глина. Как-то так. А что, бересты нету там? Колунок, колунок. Наточил, говорит, свой топор. Головешек полон двор. Вроде, да? Слушай, она сыровата, так я тебе скажу. Нормально. Сыровата. Пойдет. Сыровата, сыровата. Так, ребят, ну на яме вот немного расстоялся. Есть такие промежутки, где можно спуститься. Угон, конечно, очень суровый, но нормально. Тут даже не натягивает, сразу упало и почему-то в ту сторону. Ну тут крутит, короче. Но здесь налим, ребят, ночью может выйти. Так что это нормальная ситуация. Прежде чем начну всю эту движуху, всю эту канитель, так скажем, рыбацкую, хочу поздравить свою маму. Вчера у мамы был день рождения. Алена Сергеевна, с днем рождения тебя, родная. Знаю, что сын тебя очень сильно любит. Всегда о тебе думает и никогда не забывал. Так что, дорогая, с днем рождения. С праздником. Завтра приеду, я думаю, привезу налима. Мы с тобой отметим. Все это хорошо, душевно и так далее. Все, ребят. Расстановочка по яме. Вот здесь. Раз. Тут в кустах. Видите, ребят, как падает. Яма очень душевная. Просто бам. И все, стоит наглухо. Здесь еще доночка. Ух ты, здесь даже колокольчик не поднялся. Ё-моё. Короче, шикарно. Шикарно. Очень прям шикарно. Но здесь налим, ребята. Если хапанет, здесь будет налим. Там пляж весь занят. Ну, если что, имейте в виду, там домики есть аккуратно. Да, вот как песок начинается, весь песок влезет. Сырая, ребят. Ольха. Сушу, ребят, думали, спилили, короче. В конце сырая. Полностью. Вот коптить бы нормально было. Ну, пускай хотя бы сохнет. Ну, я понимаю, нет, просто сушить поставлю. Пускай она будет. Да вот так салат сбоку сделай. Ну и все, нет, кислород тоже закрывать не буду. Пускай отсюда идет. Ох, ребят, тайга, красавица, стоит, расцветает, пылает летним огнем. Старица здесь такая интересная. Ну, здесь дорога на пляж. Короче, мне приходится вот так пройти. Ну, нормально вообще, нихило. Неваз заехал. Пацаны поехали на лодке, походу. Вот. А, вот Неваз оставили. Неваса. Но не успели на лодку и погнали куда-то, короче. А мы проверяем донки. Да ладно. Да ладно.
Есть, Фернандо, есть. Есть. Братки, есть. Мы угадали, ребят. Есть этот вариант, который мы с Илюхой пробивали просто этот вечность. Есть, ребят.